Алло, алло, алло. Так, друзья, здравствуйте, здравствуйте всем. Слышите меня? Здравствуйте, здравствуйте, Наталья, да. Вижу. Звук есть? Слышно меня? Все вроде правильно подключила. Достаточно громко или что-то надо еще где-то? Ага, все хорошо. Так, добрый вечер. Добрый вечер всем. Сколько нас собралось здесь у экранов? Да, сколько нас собралось? Еще ждем кого-то или не ждем? Или нас человек 5-7? Немножко неудобно, что потом, конечно, люди, может быть, подойдут попозже, но они будут задавать... Ага, 20, да? Будут задавать те же самые вопросы, наверное, повторно. Но в любом случае, давайте тогда начнем общение. Хотелось бы оперативно, не растягивая на долгие часы, у всех время. Так, о чем мы будем сегодня общаться и с чего начнем? Ну, наверное, про YouTube лучше попозже сказать, Татьяна, когда нас побольше будет. Сейчас пока только 20 человек. Давайте так, друзья, если есть у вас, те, которые здесь у экранов, вопросы какие-то, то задавайте. Это наш 8-й стрим нашего общения с вами. Вот, поэтому задавайте вопросы. У нас все по-прежнему. Мы спасаем каждый день. Да, практически каждый день. Несколько наших хвостиков уехали, по семьям разъехались. О них мы будем обязательно рассказывать. Не все только сразу. Кто-то готовится к отъезду, кто-то уже уехал, что в принципе тоже радует. Ага, поняла. У меня как-то с запозданием. Через 5 минут. Почему такая тормознутость? Программа такая или интернет так пашет, не пашет? Непонятно что. Вот, рыжую собачку. Нет у меня такой информации, что ее отловили. Все спрашивают, но нет. Такой информации у меня нет, что ее отловили. Конечно бы я ее тоже забрала, это безоговорочно. Но ее нет. Ну, мне кажется, еще знаете как, если бы там многие заинтересованные бросились бы ее как-то искать, то, может быть, была бы польза, толк бы был. А там что, поручили только одной женщине? Поэтому это все бесполезно. Есть собака, нет собаки. Мне тоже ее жалко. Тоже. Абсолютно тоже жалко. На ее глазах происходили эти зверства. Опять сегодня пишут, что мэр поставил задачу очистить город от собак однозначно, категорично и просто подчистую. А значит, кровопролитие еще продолжится. Но они будут. Ему понравилась эта безнаказанность, поэтому, конечно.
Значит, продолжение следует. Если бы кого-то спасти хотя бы с улиц тех же, да, но возможности уже просто отсутствуют, иссякли. Добрый вечер всем. Друзья, те, которые сейчас здесь с нами на стриме, скажите, вы подписаны на наши другие каналы? В том же Telegram или на Дзене или где-то, где еще? У нас под роликом будут ссылки, где мы зарегистрированы и куда мы вас приглашаем. Да, вот хотелось бы, чтобы как можно больше, потому что там у нас совсем мало народу, а YouTube грозятся все-таки заблокировать. Чтобы нам потом не пришлось искать друг друга, надо сейчас, пока есть YouTube, есть ссылки, и их не надо искать, вот они есть. Надо только зайти и зарегистрироваться. Поэтому давайте лучше мы будем еще где-то связь держать, потому что все равно это рано или поздно произойдет. Не в октябре, так в ноябре или в декабре. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. Рассказывайте о наших сайтах, о нашем канале как можно больше. Там у нас совсем мало подписчиков. Не вытянем мы столько животных, если вот так спасать в такое тяжелое время и с заблокированным ютубом. Ну, представьте себе, да, столько животных, и если заблокирует еще YouTube, то все, тогда нам с голоду только останется помирать. Угу. Ну, по количеству подписчиков, да, если даже и растет, но столько же и отписывается. Да, конечно. Они отписываются, знаете, почему? Все-таки еще раз повторюсь, я, наверное, говорила. Я считаю, что тема очень тяжелая. Как можно помочь раскрутиться? Тема очень тяжелая. Якутская, она всегда была тяжелая. Она всегда была тяжелая. Это не просто спасение, знаете, как вот время от времени дворового песика в своем регионе, да, спасти. Это совсем другое. Это очень сложный, тяжелый регион, суровый и по климатическим условиям, и по жестокости людей. Поэтому не у каждого выдерживают нервы, и люди уходят. Ну, а иначе нет каких-то других оснований, чтобы отписываться. Да, Господь накажет, но когда накажет. Карина, спасибо большое. Вот только сейчас увидела. То есть у меня действительно с опозданием идет. Видимо, Карина раньше уже где-то прошла информация, да, что на донат пришли 500 рублей, а у меня с опозданием там на минуту-две проходит. И что-то у меня крутится интернет. Как будто бы слабо. Не знаю, может, что-то с интернетом. Или мы всегда в вечернее время проводим, когда перегруз идет в интернет-сети. Не знаю, может быть. Да, зачистить нелюди, это, конечно, мечта. Не знаю, может быть, действительно сейчас такое время, что на Земле самозачистка начнется. Но не всегда, я думаю, что зачистятся от плохих нелюдей.
К сожалению, бывает наоборот. Даже очень наоборот. И почему так смутно? $5. Вот я, знаете, вот честно не вижу. Вы прислали $5 донат. Спасибо большое. А имя мельтешило, не разобрала. Если смотрят Дзен, то там каналу будут деньги идти за рекламу. Это вопрос, да? Смотрю вас на Ютубе и всю рекламу. Вы знаете, недавно вот стали капать какие-то копеечки. Я сейчас не помню на каком канале, но там накапало 800 рублей. 800 рублей. Вот такие вот денежки там капают. Да, как пожертвовать денежку. Знаете, донат. У нас есть ссылка. Да, вот видите, под вашим сообщением разместили мы ссылку. Пройдитесь по этой ссылке, там все очень просто, несложно. И можно пожертвовать нашим якутским, нашим якутятам. Друзья, мы будем все равно всегда просить, потому что нам всегда будет не хватать, потому что собираем на корм. А происходит у нас тут сейчас были отправки, и нам пришлось готовить. Готовить и по анализам, готовить и по справкам. Документы, это все готовит наша сторона, и без этого никак не обойтись. И каждое животное, где 6, где 8 тысяч, а если уезжает сразу 3, 5, 8 собак, то умножайте на 6 или 8, в зависимости от того, в какую страну. И приходится эти деньги заимствовать из кормовых денег, из денег за корм. И поэтому нам опять не хватает, опять казна опустошается. Тем более не забывайте, что у нас венсаркомные есть собаки, которые по графику каждую неделю то одна, то другая едут на химию. Она проходит успешно, кстати, поэтому мы продолжаем химию делать. Вот у нас через 2 дня у Маши, которая, помните, увернулась от дротика. Вот 3-я химия будет 23 числа. И снова нам надо ехать к онкологу на процедуры. Там нам не просто делают химию, перед ней сначала сдаем кровь, чтобы посмотрели они, можно ли ей очередную химию сделать, не упали ли показатели крови. Поэтому анализ крови тоже денег стоит, и сама химия тоже стоит денег. И отвезти, привезти, к сожалению, тоже. Это не рядом с домом. Поэтому у нас и лечение тоже. Это мы не всегда успеваем об этом говорить, напоминать, но это есть. У нас сколько, я, по-моему, говорила, за месяц прибыло 15, да, хвостиков. Поэтому стерилизация, безусловно, конечно. Несколько, по-моему, только стерилизованных было, а остальные надо было стерилизовать. Кто-то еще не стерилизован. Просто все сразу не успеваем. Ольга, да, вижу. Да, отправлю еще. Да, тема очень тяжелая. Спасибо, Ирина. Что помогает держаться морально. К сожалению, большой порог терпения, наверное, так. Вот, ну, невозможно так постоянно терпеть, да, но я, наверное, только вот терплю, по-другому никак невозможно сказать. Да, Наташ, говори.
А у Романа же есть телефон. Нет? У меня, конечно, есть, потому что это мой человек, но я дала его Роману. Хорошо, у меня стрим, я сейчас прервусь. Сейчас кину. Да, конечно, тебе наплевать, да. Да, я тоже поняла. Машину ищут. Сейчас должна быстренько перекинуть. А то мы все обижаемся быстро. Очень. С полуслова, с полпинка. Вынь, дай, положи. Быстро, быстро, сейчас. Хотя я, Наташ, тебе написала. Ой, сейчас, потому что все это требуется очень быстро. А когда просишь... Ой, господи, не могу, просто одни нервы. Ну, большой порог терпения, конечно, большое это терпение и большая жажда сохранить жизни, подарить жизни хоть кому-то. Не знаю, это уже как стало, это просто как работа стала, это, конечно, это очень тяжело. Ну, просто вот хочется, невозможно смотреть в их глаза, и вот смотришь в их глаза и думаешь, вот эту серенькую надо спасти, вот эту серенькую, вот эту беленькую грызут периодически. Так хочется, это самое. Но опять, Наташ, ну что ты язвишь, а? Если моментально не ответишь и не дашь, уже одна язвительность. Да, конечно, прям вот руки опускаются. Вот, поэтому, да, много, конечно, скидывают, много скидывают. И просят с улицы забрать, спасти. И с дач тоже там бросают, на дачах тоже сейчас уезжают со дня на день. И тоже жалобно просят, показывают их мордахи и тоже просят. Я не знаю, что это. Наверное, так вот как-то надо не замечать. Ну, я, конечно же, не могу спасти всех. Ну, где-то не сдерживаюсь, приходится спасать. Хотя понимаю, что я просто себе яму больше рою. Если я не могу здесь обеспечить всех, да, на должном уровне, то спрашивается, ну, тогда зачем спасать еще? Ну, значит, они погибнут. Задавайте вопросы, друзья, задавайте. Ага, вижу, читаю вас, читаю. Что-то горло начало побаливать. Вот, поэтому на корм мы спрашиваем всегда, потому что на корм будет постоянно не хватать. Зимой они побольше едят, не побольше, а больше едят. Летом они еще так кочевряжутся. А, видимо, зимой заставляет холод их есть. Ой, не могу, как подумаю, что они там в ППЖ без соломы на мерзлой земле спят. Это вообще невозможно. У нас на передержках уже солому прикупили. Сено, опилки, там солома. А там нет. Там вот будет уже мороз под 30, они только начнут думать, так, на что купить солому, где купить. А потом будут по 3 соломинки вот так кидать в этот вольер. Ой, ужасно, ужасно. Экономить, потом это пойдет уже дождь, снег, все засыпет, не догадаются даже. Ну, я просто по прошлым зимам вспоминаю. Не укроют даже ничем это сено, солома, понимаете, драгоценное. Солома, сено, никакое укрытие. Вот у хорошего хозяина всегда каким-то
ну, клеенка, тент, брезент, там под деревянным навесом хранится сено, да, потому что знают цену этому сену, потому что еще впереди будет январь, февраль, и сено будет нужно. Такая безалаберщина, я хочу сказать, что, конечно, надо быть, чтобы руководить, рулить, хозяйственником надо быть. Не просто, знаете, не бизнесменом надо быть, а хозяйственник такой вот, чтобы все в доме было как у себя дома, то есть своими впечатлениями от сегодняшнего ролика. Да, друзья, сегодня вышел ролик, видели вы или нет, но вот мы как-то, да, ролик на втором канале, кто не пристроен, господи, кто не подключен, подключайтесь на наш второй канал. Но я думаю, вот те, которые здесь с нами, та небольшое то количество, вы на нашем и втором канале тоже есть. Вот, поэтому сегодня вышел ролик, смотрите, там несколько пристроенных, несколько только вместилось. И то Татьяна говорит, вот урезали, потому что ролик получился там длинный, а надо его сократить. Ну вот, надеемся, что потом вскоре мы сделаем еще продолжение пристроенных наших. Нам есть что показать. Вот. Веселее помогайте, что это такое. Совесть имеете. У меня 6 кошек и уличные лянтер. Никому не нужные животные, а звери, пенсионер. Сумма остановилась на корм. Люди не жертвуют, жертвуют, но эту сумму нам приходится дербанить и на справки, и на здоровье, и на венцаркомных, на все, на очень много, и на стерилизации. Поэтому если вот у нас, например, прилетела Мальта, которую спасли, ну сколько она у нас уже месяц, наверное, живет, нет, недельки 3, наверное, назад. Но она же беременная приехала. Вот было бы счастье, если бы еще не хватало тут, мы плодить бы начали щенков. Конечно, в срочном порядке, срочно стерилизовали. А беременную это дороже, это 7500. Поэтому еще 2 мальчишек там кастрировали, поэтому пришлось из этих денег брать. Знаете, у меня просто так как-то немножко, я, наверное, в грусти. На меня также осень давит, вот эта серая, да, депрессуха такая, потом безнадега. Хоть я и называют сильная, да, но я все равно не каменная, не железная, поэтому я не вижу света в конце туннеля, не вижу какой-то вот перспективы для животных, не вижу. Поэтому все это накладывает отпечаток на настроение. Бидернами на тележке возил. Со столовыми собирали остатки еды для содержания. А вы знаете, сейчас уже такого нет. Мы бы тоже с удовольствием попробовали бы. Сейчас такого нет, потому что, видимо, все разбирают, не знаю, колхозы, совхозы, кто, какие-то контракты у кого-то заключаются. Спасибо, лесная нимфа. Вот так вот вас зовут. Ай-яй, суба Стинга. У Стинга тоже прошла фотосессия. Пока нам частично загрузили от снятых наших новеньких, но пока не всех. Мы вам показали, наверное, собачки 4. Я надеюсь, вы там узнали. В недавно спасенных в ролике. Там Стинг тоже будет попозже. Тоже он красавчик такой большой, активный, добрый, здоровый, хороший такой мальчишка.
На Стинга есть, да, на какую сумму не могу сказать, но да, чат есть, если вы желаете, мы включим всех желающих в чат помощи новеньких прилетевших. Нет, желающих забрать нет, конечно, потому что это естественно. У нас больших же собак не забирают, это очень тяжело. Это только если нам Европа поможет, на которую тоже сейчас шаткие, да, надежды. К сожалению, так. Желающие забрать. Я даже не представляю, как эти желающие бы выглядели, если бы они забрали большую собачку. Была одна подписчица наша на серенькую, но у нее дома 5 кошек. А серенькая наша Луша не дружит с кошками. Бурматову, Бурматов, фамилию надо забыть. Это просто человек, ну так, ну просто он должен быть. Вот он просто есть, и все. Нет, законы он не издает. Он человек мягкий. Надо и чиновникам угодить, чтобы они пилили деньги, и волонтерам как бы немножко угодить. Поэтому он маленькие законы издает. Я говорила о нем примерно такого плана. Д. 500 рублей на донат. Спасибо. Не знаю вашего имени. Например, такого плана, ну, еще год назад, что в салоне самолета можно провозить не 8 килограмм животное, а 10 килограмм или 12. Какая-то была ситуация с майкуном, который весил 12 килограмм, и вот разразился спор. Как же быть коту, которого хозяин хочет провести, но вот он весит, животное вроде кошка маленькая, но майкун крупный, поэтому надо не 8, а 12 сделать, 10 килограмм. Короче говоря, ничего не значащие какие-то законы, странненькие очень. Я не могу уже больше слышать слово Бурматов. Ему писали в 17-м, 18-м, 19-м, в 20-м году, когда 200 собак убили, результат был 0. Ну, а дальше больше убийств, поэтому что толку писать? Бумага все стерпит, это мы знаем, да. Вот, чтобы больше людей писали в правительство. Ну, понятно, что не можем найти. Нам нужна машина, большая машина для перевозки животных с кондиционером, чтобы можно было там дышать. Большая машина типа автобус, даже не микроавтобус, а автобус. Не можем найти. Что же делать? От этого зависит судьба собак. Где брать машину? Как собачки белой, которая сидела в углу ППЖ в крови, рыженькая собачка, сидевшая возле погибшего друга. Рыженькую не нашли, искать там никто не кинется, одна женщина ее не поймала. Ну, я не удивляюсь, почему она ее не поймала. Ой, Господи, даже не хочу говорить. А белая собачка, она хорошо чувствует, она тоже, мы отсняли ее, фотосессия с ней прошла, поэтому она будет скоро будет готова ее фотосъемка, когда фотограф нам в течение, может быть, этой недели, максимум следующей, пришлет уже окончательно всех. Отснятых 16, по-моему, было. Да, 16. Еще волчка перефотографировали. Решение проблемы – это запретить ввоз и разведение собак в Якутске на местном уровне с жесткой системой штрафов и наказаний, чтобы остановить этот бесконечный конвейер. Я не знаю, кто там возит. Никогда этого мы не дождемся. Говорила и буду говорить. Питомники как существовали, так и будут существовать. Зачем они это делают, не знаю. Ну, как не знаю, знаю, конечно. Денег хочется.
Мозгов нет зарабатывать другим способом, поэтому надо размножать там собак и уверять народ, что их собаки уж четко, классно, в хорошие ручки проданы. Что, естественно, не так. Потому что один раз продал ты помет 8 штук, а они дальше пошли размножать. А вот как они будут дальше размножать, ну, типа, дело не мое. Ну, конечно. Ну, хотя бы ты сам останови это размножение, чтобы прекратить это размножение. У меня просят спасти, да, то в одном месте помет из щенков красивых, красивых. Здесь 5, там 7 спасти. Да, конечно. Смертники, понимаете, смертники. Если не будет стерилизация, там не будет стерилизации. Отсутствие стерилизации. Второе, самовыгул, самоопыление, что называется. И дальше соответствующее. Говорят, что просто машинами везут щенков в ППЖ. Видимо, кто-то там проезжал мимо или ехал навстречу, или остановился, и люди выгружают, и выгружают щенков в коробках. Ну, это их кровные собачки просто рожают, а потом они избавляются. Там такое понимание, понятие, что стерилизация это плохо, собака утратит свои качества охранные, если ее стерилизовать. А если собаку кормить, то она совсем утратит свои качества злостные. Она не будет злой, она будет жирной, ленивой, как плюшка, и не будет отпугивать от дома твоего. Ой, какой кошмар, какой кошмар. Не стерилизовать, не кормить. Уже табун лошадей по городу ходят, видимо, в поисках еды. Лошадей там тоже не кормят. Знаете, я только думаю об одном. Как мне изолировать себя от Якутска? Это выключиться от WhatsApp, что ли? Рука никак не может подняться, нажать на кнопки и вообще вот называется, ну не можешь ты, ну не тянешь ты, ну не спасай. И нет, и все равно лезешь туда, чтобы только еще хоть кого-нибудь спасти. Вот. Добрый день, Елена. Добрый. Да, уже ответила. Вот сразу двое спрашивают. Покусанное белое. Нормально, хорошо, да, все замазали, все заживает. Протерли, помыли. Но сейчас их не моем, потому что на улице они простынут. Да и не только поэтому, и условий нет у нас для помывок. К грумеру только когда очень грязная, вонючая, если, допустим, то только тогда тратим, можем позволить. Сейчас вот помыли, да, одну белую собачку за 2000. Мелочь, казалось бы, но тоже денежка. Двоих свозили к долгожданному хирургу Карелину. Ой, слава богу, конечно, ну не знаю, слава богу, не слава богу, но 2 собаки хромают. Думала, что все-таки надо делать резекцию тазобедренного. Ну, не знаю, вовремя не сделали, когда привезли. А сейчас срослось так, что врач сказал, лучше не надо ломать, потому что хромота все равно не уйдет. А как заживет, тоже под вопросом. Идеально не сделаете, а лечить мы будем и оперировать, грубо говоря, рентген, а не саму собаку. А хромота останется. Срослось не так плохо, срослось более-менее. За 2 собак
прием и рентген на одну 4000 и на вторую 4000. Прием и рентген. И зоотакси. Отвезти с запада на восток. Тоже, к сожалению, тоже 6000. Поэтому вот опять из денег были взяты 14 000. Вот. Но это для семьи, если мы будем пристраивать, мы будем показывать эти рентгены и объяснять, рассказывать, что... А собаки потрясающие, с хорошими идеальными характерами. Поэтому, может быть, нас, хроменьких, кто-нибудь захочет и возьмет. Это Бэмби и Аякс. Вот. Когда наступит зима, люди, которые любят животных, начинают страдать, думая о том, что ждет животных в мороз под дождем. Эти мысли вообще не покидают, например, мою голову точно. Даже еще не мороз, но всегда смотрю в новостях погоду в Якутске. Да, вижу, что падает. Ой, Господи, знаете, сердце прям останавливается, как только думаю, что они и так не выживут, они и так в мороз погибнут. А плюс еще отстреливают капитально. Сегодня вот одна пенсионерка написала, что идет кровопролитие и бойня. Вы знаете, война идет там, где она идет, а в Якутии, в Якутске своя война. То есть везде кровопролитие. Не знаю, может быть, потому что сейчас мозги людей заняты одной темой, да? Мировой, масштабный, глобальный. И под вот этот такой шумок, когда никому нет ни до чего дела, кроме этих вот военных действий, да, они там шпарят и шпарят, стреляют от души. Добрый день, Светлана. Да, нет света в конце туннеля. Задавайте вопросы, какие еще, что. Я, знаете, вот у нас все одно и то же. Вот рассказать вам что-нибудь новое, не знаю, что рассказать. У нас вот все только грустно и грустно. Если я буду вам всегда рассказывать грустное, вы начнете отписываться. Понимаете? Я не знаю, вот я как в замкнутом кольце. Рассказывать что-то хорошее, все равно хорошее у нас есть, правильно? И благодаря вам мы спасаем, мы вывозим. Конечно, убивают там десятками, сотнями. Спасаем мы единицы. Меня это, конечно, соотношение не устраивает. Напомню, опять-таки, я максималист. Поэтому, если спасать, то выше крыши. Слово всех не спасешь, я не говорю. Да, конечно, не спасешь, но спасать много. А много уже некуда. Я бы не хотела, чтобы у меня было еще сотня прибавилось. Даже если в месяц пристроилось 8, так, да, а спасли 15. Опять мы в плюсе. Видите, как? Казалось бы, так же, как и на канале. Люди прибавляются, а кто-то отписывается. Поэтому мы стоим на одном месте. Понимаете, вот от нашего канала отписываются, потому что я не могу вещать, вот просто красивые показывать информацию. Может быть, ну, вы знаете, было бы очень странно, если бы мы монтировали ролики такие вот радужные, вот и все хорошее, 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 хорошее. Там убивают, а мы будем все хорошее показывать. Ну, просто какая-то шизофрения будет выглядеть. У меня язык даже не поворачивается сказать. У меня вообще язык уже даже не шевелится говорить.
Мы и так не показываем ужасы. Ну а что их показывать? Ведь вы же скажете: спасите, спасите, да? А спасти-то нет возможности. Ну и что? Забрать там, надо куда-то сюда привезти. А здесь куда привезти? Надо освобождать места. Ну вот бег по кругу, понимаете, это все то же самое, что было летом, а сейчас просто это вот еще больше ускоренно. Морозец подгоняет. Чтобы сюда привозить, надо освобождать места на передержках. 6-8 освободилось, 15 привезла. Опять мест нет. Мелкашей привезли. Вы видели. Разбирайте хоть мелкашей. Они у Наташи. Она вам расскажет про характер. Фотосессию проводит с ними. Из последних сил. Ночью их едет, моет. Утром в 6 выгуливает, в 7 фотосессия. В 8 первый выгул. А расстояние 30 километров. Между помывочной, между выгулом, между фотографом. То есть, в общем, мы не спим, понимаете? Всю ночь моем. У собаки с эпилепсией тоже приступ. А сейчас падает она, в грязи падает. Пришлось, кстати, вот опять докупить этот мешок, господи, не мешок, а машину песка, потому что не хватило все равно всем, для небольшого выгула не хватило, для мелкашей и для собаки с эпилепсией. Поэтому вся извозилась в грязи, в пене, в слюне, пена, грязь. Ночью отмывала. Передвигали будку. Она очень хочет быть дома, хочет быть домашней. Она расцветает. У нее меньше проходит приступов, когда она находится с человеком. Как хочется такой собаке дом. Даже мечтать не могу. Даже не прошу. Знаю, что все равно никто не возьмет. И живет собака с эпилепсией в будке. Будку хорошую мы построили с террасой ей 2 года назад. Недавно был приступ, и кто-то посоветовал усыпить собаку. Наташка вроде сказала: усыпите себя лучше. Не знаешь, где, как лучше. Но мы не боги, чтобы отнимать эту жизнь. Где-то здоровых, да, усыпляют, не усыпляют, а убивают. А мы даже собаку с обреченным диагнозом не можем усыпить. Вот. Собачки из Краснодара у Наташи. Это бывшие домашние или бездомыши. Вы знаете, там есть и домашние, и бездомыши, потому что это из теплого края, да, то там вот географически так сложилось, что большие собаки, они севернее в районах, да, севернее. А мелкие собачки, они как-то вот там, где край теплее, без морозов. Наверное, это как-то связано, да, с географической температурой, с местом расположением. Поэтому они очень славные, хорошие, адекватные. Ни злючки, нет. Слепыш вот есть один. Еще, по-моему, 3лапики будут. В основном. Там, знаете, там тоже очень патовая ситуация. Но я буду, может быть, рассказывать в каком-то из роликов. Там они на усыпление все, потому что там их очень много. По-моему, 800 штук, если Наташа меня может поправить. И кормить их нечем. Поэтому стоит вопрос о быстрейшем их усыплении, чтобы они не мучились. На улицу их не выкинешь, а в этом месте их нечем кормить.
А они такие мелкие, вот знаете, от 2 килограмм до 8. Но их просто много. Ужасно все. Ой. Никитка и Нэнси прошел, спасибо большое, на нашем ли попечении. Никитка, да, конечно. А Нэнси, кто Нэнси зовет, кто Нелси? Это черно-белый, да, песик? Скоро будет в семье о нем, о ней мы расскажем. О песике я имею в виду о нем, а девочке этой мы расскажем. Будет пристроена, которая помогает животным по всему миру. Да мы обращались в такие организации тоже. Не знаю. Уж раньше-то, когда мы без военных действий, и то, ой, кто только и в Америке, и это организация зеленых, так ко всем обращались. Они когда почитают информацию, познакомятся с материалами и понимают, что все это коррумпировано. Не суют нос, не суют нос, не потянут, далеко находятся, рука не достанет. Это все коррупция. И деньги у них не отнимешь. Они не позволят. Поэтому им невыгодно запретить плодильщикам плодить этих собак, потому что это их бесконечный бизнес. Сначала заработать на стерилизации, потом заработать на убийстве. На местном уровне, по-моему, я слышала, что какой-то закон вышел, что на местах мэры могут решать, принимать свои местные законы на местах. Строить ли им приюты или очищать город, как им заблагорассудится. Вот, по-моему, такой закон исходил от Бурматова. Ну, если такой закон действительно имеет место быть, значит, о чем можем говорить? Ни о чем. Все наши регионы, я думаю, что все, их уничтожат. Ну, так, не сразу, не в один день, но так, верным путем таким они будут идти к этому. И самое главное, что, ну, если бы они даже истребили, но они же все равно рождаются еще и еще. Но они рождаются для того, чтобы им снова истреблять и снова зарабатывать и делить деньги по карманам. Кроме меня, да, конечно. Да, я не знаю только, кто здесь принимает. Знаете, вот если породных, то принимают, да, Шереметьевский приют принимает. Кто сейчас принимает, не знаю. У меня больше акцент на двориках, поэтому как-то так по умолчанию кто-то берет, наверное, породистых. Знаю, что овчаркам не сладко приходится, овчарок не любят брать. Да потому что овчар команды, они все переполненные. А кто особо берет? И мне кажется, вообще мода даже на этих овчарок прошла. Еще в 80-е годы. Кто-то, ну да, там есть одна плодильщица, знаю. По-моему, до сих пор плодит этих овчарок. Ну нет, по улицам они бегают, только старички выкидывают их. Ульяна живет вот у нас, да, на доживании, старичок, овчар. А так в основном такого лаечного типа больше. Хаски, лайки, смесь, метисы.
Вот. Да, злых и неадекватных людей много. На это нам всегда вторят и говорят, ну, также много и хороших людей. Но это разговор, понимаете, ни о чем. Конечно, и много хороших, и много злых. Никто нам не скажет в соотношении, сколько кого, каких больше, меньше. Один злой живодер может принести столько зла и горя, да, что не только животным сделает плохо, но и за сердце хватаются и люди тоже на нервной почве. Нам же всем от этого плохо. Мы переживаем, мы не спим, мы хватаем за валидол. Ну, в общем-то, безразличных людей тоже много. Кому их отнести? К хорошим или к плохим? Ну, просто безразличные. Много незамечающих людей. Да что тут говорить? Раз мы попали на эту стезю в зоозащиту, спасибо. Чилс, да, чилс. Да, конечно, я понимаю, что по-другому не могу. Давно бы уже свинтила, и пока это остается моей мечтой. Моей мечтой встать на рельсы, встать на путь, ну, немножко спокойной жизни. Я не знаю, как это по-другому назвать. Ну, хотя бы как-то так. Ведь люди же могут не замечать. Или просто скажут, ну а что я могу? Ну, ничего не могу и пройти мимо. Ну, понимаешь ведь, что ну, ты не можешь, он не может. Ну, значит, собака погибнет. А я рассуждаю так, если ты хочешь спасти собаку, то чё кричать? Бери, спасай. Сначала спаси, хватай, а потом разберешься. Но я же тоже, когда начинала, у меня же тоже не было никаких ни наработок, ни знакомств, ничего не было. Но все равно сначала спасала. Ну, как-то вот, знаете, я сначала люблю, я не знаю, сначала или не сначала, я люблю делать. А вот эмоции выражать, да мы, да я, да давайте, покричать и что? И когда вот видишь крикунов и понимаешь, что, ну пусть они тогда кричат, а ты хватай собаку и делай с ней что-то. А они так вот потом кричат. А сколько медалистов-то, Господи, ради медалей. Чтоб похвалили, оценили, медаль повесили. Ну ладно. Да, конечно, хромающую, да. Это же не порок. Ой, какие характеры у них хорошие. Да, добро и зло. Но как-то сейчас все больше и больше это проявляется. Раньше это было более размыто. Добро и зло, да? Оно всегда было, всегда существовало, но оно было расплывчато. Сейчас нет. Путину писать уже не то время. Вы сами понимаете, да, что президенту нашему точно не до собак теперь. Да. Сначала надо остановить этот безумный ужас. Какого-нибудь набирать подписчики на Ярусе по 5 рублей набирать.
Вот давайте про ярус еще раз поговорим. Чтобы на ярусе набирать, чтобы там подписчики были, прибавлялись, там надо находиться, на этом ярусе. Все, что вот везде, где хотелось бы, чтобы прибавлялось, там надо быть. Сидеть часами, нажимать на кнопки, смотреть там рекламу, лайкать, еще что-то, какие-то делать телодвижения. Вот просто зарегистрироваться, да, и вышел, и пошел дальше спасать собачек. Такого быть не будет. Вы же понимаете. А мои руки использовать лучше все-таки для собак, конкретно для спасения. А вот так, чтобы я 5 рублей в день сидела часами на ярусе, хвостатые, что там, какой-то канал, хвостатые счастье, или как там называется, вот они очень объясняют доходчиво. Объяснил. Зарегистрировался, если что-то где-то чего-то не делаешь, то тебя блокируют. То есть это надо постоянно быть. Ты больше потеряешь с собаками, ты не организуешь. Мне постоянно надо организовывать. То переноски, то пассажиры, то встречи собак, то зоотакси встретить, успеть, то забронировать места, слушать музыку эту дебильную, с оператором дозваниваться в аэропорты. Такая мелочка, хотя, казалось бы, мог бы кто-нибудь другой бы делать. Но некому делать это все. Вот один человек в Якутске, это Тамара, и я здесь тоже разорваться. Там она встречает эти переноски, размещает, оплатить, деньги послала. Здесь помыть. Опоздали на самолет, потому что он внезапно, не вечером, а утром, а днем улетел. Ой, это кошмар какой-то, просто вот кошмар. Ну и мне где находить время? Что пиликает и пиликает. Пеленки нужны. Ой-ой-ой-ой. Сейчас я отвечу по собакам. Пеленки нужны? Нет. Они есть. Есть у Романа. Наташ, когда подъедете туда, ну, попробуйте мне позвонить, ну, там хотя бы в 9:15. Я скажу, я соединю. Или там назовите, кто Роман. Он там тоже подвезет. Там корм у него. Корм и пеленки у него. Поэтому все мы купили заранее, поэтому на всех, что наши, что от меня, там все это есть. Овчарочка, глазки есть, и он не видит, или глазок нет. Что-то можно сделать. Нет, глазки, это если мелкаш, который недавно приехал, то нет, его машина шандарахнула, и глаза вылетели. Поэтому там уже зашито все. Нет, блогеры. Вот блогеры говорят, что можно неплохо набирать, каждого набирать. Это вы что, опять про ярус, да, говорите? Я что-то не прочитала. Блогеры, знаете, что блогеры делают? Мне кажется, блогеры это все-таки люди, сидящие за компьютером. Блогеры, да? Ну, может быть, не совсем так, может быть, они тоже ходят, но ходят, бегают, я не знаю. Ну, на мне как-то слишком много функций разномасштабного калибра. Я даже не знаю, как это сказать. Успеть все. Я даже вам вот распорядок своей жизни, я не могу даже 10 минут выделить. Поэтому мы редко с вами встречаемся, потому что у меня даже нет времени. Вот,
Сейчас я вот выкроила заранее, мы уже обсудили с Татьяной, поэтому запланировано. А сейчас у меня собаки едут из двух передержек едут. Но пока они еще не приехали, поэтому еще пока есть время. Поэтому я с ними на связи и контролирую вопрос. Ой-ой-ой-ой, я же не послала 4500, боже мой. Я же не послала. Телефона будет достаточно. Достаточно. И сумму. Да. Просто у меня полпачки осталось. Да не надо. Можно Роману передать. Сейчас, потому что все это безотлагательно люди встречаются. А то я чего-нибудь упущу и... Так, сейчас, подождите, Роману чеки передать. Ой-ой-ой. Что-то я хотела сказать. Нет, Роману нужно чеки, да, передать. Не чеки, а пеленки. Хорошо, полпачки осталось. Так, про Бурматова мы уже поговорили. Волшебный мужчина. Да. Пишите Деду Морозу, пусть исполнит. Ай, Мороз, мне никто не говорил. Все, что напишите Путину, спустят вниз на усмотрение местных органов, нижестоящей организации. Те напишут формальные отписки. Конечно, правильно Наташа написала. Они не решают, это для них мелкие вопросы. Для чиновников наших в правительстве это мелкие вопросы, поэтому они спускают на места. Все, что вы напишете Путину или Богу, или еще кому-то, они спускают на места. Они так это и пишут. У меня столько хранится и в папках фото этих всех отписок, и в бумажном виде. Прям противно читать. Неужели вы еще... Я даже не знаю, кто может сейчас не знать, что никто ничего не сделает. А на корм, смотрю, не растет сбор. Нет. Ой, а я забыла сейчас Роману послать деньги. Он должен наличкой передать эти деньги, потому что там карты не принимают. Ой, Господи. Роман, если там спросят деньги, не знаю сколько, 3 или 4 500, там у нас 3 собаки, да? Ну, лучше, чтобы 3, поменьше. Ну, есть у вас наличка? Я забыла вам перекинуть. Я вам перекину. Просто сейчас я немножко занята, еще часочек. Пожалуйста, заплатите, хорошо? Я вам скажу имена третьи еще. Ой, не могу, я забыла просто отправить. 12 отправила, а 4500 забыла. Про какой приют вы говорили? Про усыпление мелкашей. Это в Краснодарском крае. Усыпление мелкашей. Там люди очень сердобольные, да, но если нечем кормить, да, представляете, насколько может плакать над голодными животными. Поэтому вопрос уже стоит об усыплении. И я даже что-то понимаю, что со дня на день они хотят. Алена, спасибо большое за донат. Вот, поэтому не знаю. Да нет, 21 000 это не означает, что мы активные.
что активных 21 тысяча. Нет, конечно, к сожалению. В Краснодарском крае. Мелкаши, собачки от 2 до 8 килограмм. Ну вот, видите, вы писали, видимо, да, на губернатора скинул. Ну и все, а тот посмеялся. Бег по кругу на государственном уровне. Да. 24 придет мой автоплатеж. Держитесь, спасибо. Чем плохих, то бездомных животных не было бы. Да время-то какое, да? Сами. Мы все видим, в какое время живем. Раньше-то не было нам легко и спокойно. А сейчас все. Ну, я, знаете, у меня просто правда, я заторможена от того, что происходит. Вот просто кидают, рушится там все, да. Это вот вы видите только небольшие кусочки информации. А у меня WhatsApp завален, просто завален. Этих спасите, помогите. Вот. Елена Шмакова, спасибо. Угу. Да вы знаете, вот вроде все удивляются, откуда столько силы, откуда столько терпения, там, да, сколько возможно. А потом все равно добавляют. Одни удивляются, сколько, а другие добавляют, а вы еще вот эту спасите, а еще эту спасите. Ну, вроде бы и так понятно, что я не могу уже больше спасать. Если бы вы забирали у нас собак по одной собачке, вот давайте, правда, вот несколько сотен всего лишь нужно. Ну, допустим, 50 человек. Но вот почему среди нас нет хотя бы 50 человек, чтобы каждый взял по одной собачке? У нас было бы уже на 50 меньше, и мы бы, представляете, на это место могли бы 50 других спасти. Ну, правда здорово? Мечтаю, да, я опять мечтаю. Да. Вы знаете, как-то так складывается, что собак я спасаю, ну, тех, которых больше всего жалко. Серенькие, как вы видите, ну, беленькие красотки, ну, что те, что другие. Ни белые, ни серые, ни черные не пристраиваются. Единицы. А их так много. И как хочется их. Вот, ну, я не знаю, ну, правда, ну, подумайте, ну, давайте вот, ну, 50 хотя бы, из 200, ну, 50 разберите, а. Вы не думайте, что эти места мы не займем другими. Займем. Ну да, займем другими и будем снова с протянутой рукой плакаться. Помогите, накормите нас. Вот. Прям я сегодня что-то вот услышала, знаете, даже вот по мелким собачкам. По мелким собачкам 800 собак, а корм они покупают на 600 тысяч. И хватает им всего лишь на, по-моему, месяц. На месяц или на 3 недели. Ну, представляете? Ну, я это представляю, потому что у меня 200 собак, и я вижу, как быстро корм заканчивается. Тем более они большие. А там 800 и мелкие. И тоже все хотят кушать. И вот поэтому встает вопрос. Чтобы они не мучились и не умирали от голода. Ой, ужас, конечно, ужас. Раньше, видимо, люди помогали, а сейчас не хватает помощи, которая приходит.
Ой-ой-ой-ой. Вы знаете, еще с Ярославлем тоже проблема. Помните, 4 собак мы вывезли к женщине доброй? Что-то у нее совсем там кранты. Просто кранты. Не знаю даже, что сказать. Она вся в долгах. А в этой области она говорит, вот если бы зарплата была у меня хотя бы 30 тысяч, мне бы на все хватило. Мечтает, вот, что хватило бы ей на 19 кошек и на 7 собак. А зарплата, когда 15 тысяч, минималка, она говорит, то она вот устроилась полы мыть. И за месяц помывки полов ей платят 3 или 4 тысячи в организации, в торговом центре. А мыть надо после того, как закрывается торговый центр. Я вообще вот от всего, что я слышу, я просто дурею, знаете, про это. Да, да, Роман. Сейчас подъехал, Да. Ленин или там она спрашивает, прям Барби, прям кличка другой собаки, кличка какая. Да, Барби. Барби. Подождите, а там 4. Она, Барби с Олегом. С Олегом поедет. Ну она сейчас вот как раз никого нет, она приедет туда-сюда, сейчас я уточню, что Значит, с нами поговорит. ну давайте так, вы с Олегом просто, ну скажите с Олегом, а? Ну Олег тоже, сейчас они с Олегом общаются. Номер машины просто тогда надо скинуть, что ли. Ну, подождите, а сегодня же, я вам сейчас клички напишу тогда. 4 всего. Кличи скиньте, да, и я выпущу, что хотя бы. Ладно, давайте. И там еще Наташа привезет Еланку. Ну скиньте, давайте. Ой, давайте. Сколько денег надо? Ну, сколько скажут, столько и заплатить. Ну давайте. Что-то я забыла, не рассчитала. Но он сегодня раньше приехал. Еланка, Барби. Ой, а кто же это еще-то, господи? Соня. А кто еще? Господи, у меня крышу сносит совсем. Ой-ой-ой-ой. Ланка, Барби, Соня. Ну, вроде бы все. Что я говорила? Вы знаете как? Вот устроилась работать уборщицей. Закрывается торговый центр, и они выключают свет. И уборщица должна мыть в темноте, потому что они экономят электричество. И она одевает на лоб фонарик, чтобы мыть в темноте полы. Месяц ты моешь, по-моему, 2 этажа. И 4 тысячи тебе платят. Четыре тысячи, чтобы прокормить животных. А у одного котика вытек глаз. Ладно, я не могу про это все говорить. И операция стоит денег. И она плачет, что денег нет. Ой-ой-ой. Алло. Дар. Ну, 4500. Хорошо, вы можете заплатить? Ну, конечно, могу. Нет, наличка есть у вас или нет? Потому что она же только наличку. Есть, конечно. Ну хорошо, давайте, да.
Потом переведу вам тогда. А вы дождитесь, подождите, не уходите. Вы дождитесь, дождитесь. Ну ладно, давайте, да. Потому что вам передаст она пеленки. Пеленки. Я знаю, что... Нет, я вам пачку передавала пеленок, а она вам еще полпачки отдаст. И корм. Еланка ее зовут. Давайте. Все, давай. Да, да. Давайте. Чтоб собаку спасти. Путину написать. Да. Страна. А как люди вы спасаетесь? Что вы делаете сейчас? Как вы от наших реалий, от нашего дурдома, как вы спасаетесь? Вы телевизор, наверное, не смотрите, это тоже как средство, способ, да, не сойти с ума. Да, да, Глафира. Отправилась на баланс, почему-то не изменился на экране. Я отправилась, но баланс не изменился на экране. Ну, может быть, а вы отправили куда? Глазами Тани. Может быть, попозже придет, и тогда изменится. Ой, я не могу от потока информации, у меня прямо правда крыша. Я никогда, да, я была когда моложе, было у меня сил, больше энергии, но я никогда в таком, в дурке в такой не находилась. А сейчас все, и внутренняя политика, и внешняя политика, и еще плюс собачья политика. И вот это все наслоилось одно на другое. И ответственность, и обязанности. И, знаете, еще очень тяжело быть человеком ответственным. Но все-таки надо где-то когда-то как-то махнуть рукой, да, и сказать, ну была, не была, но я все равно же не всесильная. Но вот нет, надо, чтобы везде все по полочкам все было. Ой, чтобы все были накормлены, все было построено, чтобы было все чисто, и все были здоровы. Кто помогает детям, тоже помогаю, но ищите другой сайт и час. Пишут, кто помогает. А вы, Виктория, а вы модерирует, а кто-то модерирует. Если да, забаньте ботов, пожалуйста. Там, где женщины, там горе на ровном месте. Детей рожайте лучше, если заботиться не о ком. Так, у меня дальше крышу сносит уже. На экране появляется сообщение о донате, если вы переводили через... Да, у меня с опозданием, но выглядывает на экране вот этот вот собачка там или зайчик. Вроде стараюсь не пропускать, может, кого-то пропустила, но они все равно пришли, и если вы отправили, то они пришли, конечно же. Не Булатова только. Надежда Булатова. А помните, вы же со своей ненавистью в своей стране. Так, нет, это я пропускаю. Вы на Сбер перевели, да? Так если вы на Сбер перевели, то они пришли. Вот 200 рублей кто-то сейчас пришел. Вот мурашки от радости за малышей. Это, наверное, кто-то смотрит наш ролик, который я еще пока не видела. Но вам советую посмотреть. Это тоже наши маленькие радости. Кто-то вторично уже там 3-й раз присылает приветы.
Присылали весной, сейчас вот осенью прислали. Кто-то на море с собачками съездил, знаете, как приятно. И наших якутят вывезли на море, чтобы больше провести время с нашим якутенком. Это тоже так здорово. Познакомиться, полюбить, прочувствовать друг друга. Алена, донат для хвостиков. Спасибо. Спасибо, Алена. Этой стране дети так не нужны. Это потом. Лара, удачи вам. Спасибо. Спасибо. Да, Грета, спасибо. Самое интересное, как обычно, пропустили про каких-то там собак. Никому не нужных, самых страшных и самых нами любимых. Я бы всех взяла, но у меня уже 20. Вы богатый человек, у вас 20. Да. Да, вот. А кто-то, знаете, вот кошечку имеет, а собачку уже взять не может. Или собачку одну имеет, вторую не хотят. Да, понимаю. Понимаю. Я не знаю, кого понимать. Наше беззаконие или людей, которые набирают выше крыши. Или кто не берет, потому что не справится, нечем прокормить, здоровье не позволяет, времени нет заниматься. Да. Всю жизнь я жила и тоже говорила, нет, выгулы это не для меня. А сейчас уже и спасаю, и выгуливаю. В общем, окунулась по полной. Так, как те кошки, что родственники хотели усыплять. Там не умершая родня, там заболела хозяйка, и ее забрали к родственникам. А в квартире остались они одни, и которые приходят только кормить. Поэтому я не знаю, почему они мне не пишут. Они сдавали анализы. Вот остановилась на том, что они сдавали анализы. Там у кого-то было со здоровьем что-то, и я им дала задание, попросила их сдать анализы, чтобы мне вообще-то понимать, что это может быть. Они сдали анализ. На Лямбле, по-моему, что-то не подтвердилось. И потом они пропали. Но торкать их и постоянно говорить, давайте, вы куда пропали, у меня просто нет физически времени. Я периодически им писала вот девочкам, которые с ними на связи. Я же с ними не напрямую, а через людей тоже. Потом эти девочки что-то заболели, там ребенок заболел. В общем, что-то все заболели, и все. Насколько возможно, я держу под контролем. Понимаете, насколько это возможно. Если это сверх вот моих сил уже, то как только что-то есть, какое-то оживление, я сразу тогда уже сообщаю вам, кому-то звоню, чего-то прошу. Да, давайте. Да, еще одного кота принесли на усыпление. Да, судьбу сейчас его тоже решаем. Успеем, не успеем. Тоже помощь будет нужна, потому что надо мне его где-то передержать или пристроить. Лучше бы пристроить. Ну, были, информации нет, что усыпили. Не прошел коммент, с какого момента оплаты я считаюсь кураторская оплата. Я считаюсь кураторская оплата. Вот с какого числа вы пожелали помогать той или иной собачке, это не принципиально. Принципиально, чтобы это было регулярно и ежемесячно. А оплатите вы 13 или 15, это уже не имеет значения. Вообще день оплаты считается
день, когда они прилетели с самолета. Самолета мы их привезли на передержку. И вот все, в этот день мы должны оплатить. И так, в итоге, если прилетели 17 числа, значит 17 сентября, 17 октября, 17 ноября и так далее. Но если у вас зарплата там, допустим, там 8 и 24, ну, для себя просто определите, когда вы можете эту сумму перевести. В день зарплаты или в день аванса. То есть это не будет обязательно вот прям строго 17-го кровь из носа. Самое главное, чтобы регулярно и ежемесячно. По дому бегают. Большинство людей, да, по дому бегают за пылинками. И терпеть не могут животных. Считают, что от них только грязь. Да. Да что там говорить, даже мои знакомые показывают, сколько напылесосили. А я это знаю. Я тоже заглядываю в пылесосы и просто ужасаюсь, сколько же шерсти с них летит. Тоже хочется, конечно, чистоты. Ну что теперь делать? Жизнь-то она все равно важнее, чем чистота. Без волос жить. Это здорово. Завтра снег обещают. Где? В Москве? Ой-ой-ой. Пойдет снег, будет мороз, а я буду мыслями с якутскими. Я постоянно о них думаю. Опять видео прошло, как за хвост тянули, как хвост не оторвали. Кому-то оторвали хвост. Ой, я не могу, кошмар, конечно. А сколько кисок во дворе, но они же не идут к людям. Есть животные, которые не идут к людям, и надо их оставить, наверное, в покое, а спасать тех, которые идут и просятся. Начать, по крайней мере, начать или продолжить с тех, которые хотят быть с человеком. Угу. Кисок хотели бы забрали. Я хочу хоть сколько незрячему и двум бродячим с юга. Якутяночки, беляночки с бородой. Да всегда, пожалуйста, будем только рады, всегда рады. Вы можете настроить автоплатеж, можете в чат присоединиться, можете просто подписать платеж для слепыша, там, для бородачки. Не хочется, но хочется и спасти. Так, а телек не смотрю вообще, обычно поцелую, погляжу, погляжу. О, понятно, свою собаку на душу хорошо так спасает от дурдома. Ну вот, да, не смотреть это тоже вариант, но когда чувствуешь, что в разговорах там знакомых что-то сегодня такое, думаешь, ну если я не посмотрю, может я что-то пропустила, может что-то надо предпринять. Не знаю. Это стало интереснее, намного веселее без телевизора, да? Да это понятное дело. А сейчас новости, в смысле, если телевизор смотреть, это только новости, чтобы немножко быть в курсе вообще. Где летает, где громыхает. И когда упадет на тебя или нет. Блед. 6 лет. Вы знаете, да, много людей не смотрят, и это здорово. Да. Федеральные каналы новости не смотрю. Ну, в общем-то,
Ничего не смотрите, да? Но та сбежала. Мне кису нельзя. Мы часто уезжаем и не на кого оставить. Аллергик. Как отправить с Европы в Россию? Ольга, у нас в ролике, под каждым роликом, в описании первого сообщения идет ссылка на донат. Посмотрите, пожалуйста, она выделена там синим цветом. Если вы нажмете именно под роликом, просто нажать, просто кликнуть и пройтись по этой ссылке. Там несложно, там все просто. Из Европы, смотря с какой страны. Если у вас не получается на донат, то напишите мне на WhatsApp. Тогда мы что-нибудь придумаем, какую-то карту дадим вам в Европе. Люди, которые нам идут навстречу и помогают, делятся картой, а потом они нам уже сюда знают, как перевести. Вот. Не смотрите новости, своя жизнь. Незачем переживать за других. Да, за других, да. Но если человек, понимаете, сердобольный, если такое свойственно тебе переживать, переживательного, знаете, эмоционального, переживательного характера человек, то ему вообще сострадание-то, оно же не чуждо. Я не могу так вот, этих жалко, этих не жалко, да? Ну, просто жили и не знали, что в наше время, в 21 веке, оказывается, так все допотопно, как в прошлом, как в начале прошлого столетия. Мне казалось, что сейчас можно договориться и договориться одним словом. Оказывается, нельзя. Так, у нас песиков уже нет, забрали всех. Нет, не оставляют меня эти мысли. Забрали всех. И дальше у меня плывет крыша. Когда забрали, то дальше я себе представляю, как идет процесс убийственный. И очень плохо становится. Спасенный вашей командой. Ольга, спасибо за донат. 250 рублей. Вашей команды Ричард шлет вам большой привет. Ричард, это спасенный нашей команды. Ричард смотрит вместе со мной. Напомните, пожалуйста, Ричардов несколько было. Ричард, господи. Он у нас также назывался Ричард, да? Ну, надеюсь, вы мне поясните, Ричард, кто. Все, кто здесь только люди. У меня умерла киса, и я плакала. Боролись за жизнь, но она умерла. Успокоительными таблетками. Да, я тоже пью афобазол. Уже пью. Успокоительный. Да, не дозваниваюсь. Так как нет WhatsApp, собираю необходимую сумму, заявленную и обещанную для конкретной собаки, когда увижу о ней репортаж. Ой, Жуля, и мы взяли из приюта собачку, в доме живет. После смерти животного надо сразу брать кого-то другого, тогда будет легче. Да, я тоже так считаю. Вот говорят, что нет, я не могу забыть свою умершую, поэтому остаются верными ей, а на самом деле
вам умершее животное скажет спасибо, если узнает, что свою любовь и заботу вы также будете дарить другому животному. Просто переход от одного к другому тяжелый. А на самом деле там, с того света, она вас только поблагодарит. Потому что если у вас есть сердце, любовь, забота, желание, душа, ну, они должны быть использованы для жизни другого животного. Наверное, так. Могу ошибаться, но мне кажется, что так. Вот. Значит, да, друзья, смотрите, сколько нас сейчас больше, наверное, чем 20, да? Возможно, заблокируют YouTube. Давайте сейчас вы пройдетесь по ссылкам, подпишитесь, зарегистрируйтесь. Под нашим роликом будут ссылки на Яндекс.Дзен, в Телеграме. Зарегистрируйтесь, пожалуйста, чтобы мы в одночасье не были потеряны и оторваны друг от друга. Когда вы начнете искать нас на других сайтах и, возможно, не сразу найдете. Помните, что вы нам нужны. Без вас у нас столько животных, мы их просто не прокормим. Я бы не хотела, чтобы у нас вопрос стоял так, как вон в Краснодарском крае, об усыплении, потому что нечем кормить. Но это будет ужасно, понимаете? Но это что такое? Куда нам идти? Какие коренья собирать? Шишки не могут собаки есть, и желуди тоже. Пожалуйста, подписывайтесь. Вот ссылки, которые на Телеграм ссылка, на Рутубе ссылка, Яндекс.Дзен ссылка. Подпишитесь. Просто хотя бы подпишитесь, чтобы вы там были. А если заблокируют, об этом давно говорят. Вы, наверное, тоже об этом знаете, да? Заблокировали сайт Совета Федерации, по-моему, да? Что-то такое. Если их заблокировали, то и нас тоже заблокируют. Не в ноябре, так в декабре. А вдруг заблокируют на следующей неделе? Подпишитесь, пожалуйста. Да. Вот я хотела вам об этом сказать на стриме, чтобы вы подписались. Я понимаю, что здесь вас мало. А всем 21 тысячи сказать, чтобы они подписались. Ну, где, как можно? Ну, будем где-то в роликах сообщать, письменно, чтобы подписывались. Очень вас прошу, просто убедительно прошу. Несколько раз я обещала повторить. Подпишитесь. Вот. Так. В нашу жизнь у нас были животные. Спасибо, подобранные. Так, друзья, все, давайте тогда сейчас я быстренько пробегусь. Чего-то тут все. Смотрела Катю с канала 4 лапы. Она просит, чтобы подписались на ярус. Говорит, что каждый день капает. В итоге в месяц получается 9500. Ирина, пожалуйста, скажите, пожалуйста, такой вопрос. Кто будет сидеть на ярусе и активничать? Пожалуйста, сразу вот я вам задаю вопрос. Кто-нибудь из подписчиков может сидеть на ярусе, там активничать, активизировать, смотреть там рекламу, лайки ставить, писать какие-то статьи, еще что-то. Пожалуйста, скажите, кто будет. Если там не сидеть в день хотя бы по 2 часа, то никакого там капанья 5 рублей не будет. Вы спросите лучше меня. У меня есть время 2 часа сидеть в компьютере. Я компьютер только открываю, вот чтобы на стрим зайти
и чтобы в архив жесткий диск подключить к компьютеру, и для роликов найти от декабря, ноября, февраля, найти, как собаки в папке лежат, там надо выдернуть, как они жили, чтобы показать, как они жили и как они живут сейчас. Вот эту разницу, вот этот контраст. Я только в этих случаях открываю компьютер и туда захожу. Я не захожу больше. У меня WhatsApp разрывается. У меня неотвеченных по 30-50 человек сообщений. Они потом дальше уходят вниз. Я не успеваю отвечать. А как тогда получается? Не успеваю, понимаете? Если я буду не отвечать, то вы будете обижаться. Вы будете обижаться. А я просто не успеваю, разрываюсь. Если есть у вас возможность принять какое-то участие, хотя бы в плане вот информации, сайты, интернет, кнопки нажимать, вот, пожалуйста, напишите, может быть, как-то мы договоримся, и вы будете оказывать такую вот хотя бы помощь. Вот. И у меня нет телевизора в доме. Если его смотреть, у нас уже... Если смотреть, то атомная война. Все, что неизбежно, случится и без нас. Вам не понравилось, вы проигнорировали мое сообщение. Разочарована. Кира Надеждина. А кому проигнорировали? Мне или вы между собой ведете переписку? Я не поняла. Кира Надеждина, скажите, если я пропустила, то скажите, что я пропустила. Не пойму. Про ярус я сегодня 2 раза объяснила. Про ярус объяснила. Если я кого-то проигнорировала, вы как считаете? Нет, не игнорировала. Я стараюсь отвечать, но сообщения, вот не знаю, у вас так же или нет, у меня они бегут, пока я говорю, отвечаю на одно, оно убежало, лента крутится наверх, и я что-то могу пропустить. Хотя бы на корм на одну передержку. Лечить нельзя, сказал ветеринар. Я посылаю через Donation. Работает через эту ссылку PayPal из-за границы. Да, вот кто спрашивал, тут делятся. Видите, как? Смотря как крайний вариант, напишите мне на WhatsApp, если совсем ничего не получится. Люди вообще в каменном веке. Если бы каждый стерилизовал питомца. Мечты, да. Грета смотрит на работе меня с бабушками, но бабушки ничего не понимают на русском, но говорят, что я добрый, хороший человек. Ох, кошки Машка ваша же. И кошка Машка ваша же из Якутии. Вообще, вы меня совсем заинтриговали. Ну, скажите, вы в Москве, да? Леди Д, котик Ричард. Вот крутится в голове. И кошка Машка из Якутии. Леди Д, вы хулиганка. Откуда я знала, что Леди Д это мои родственники? Я хотела сказать, но Ричик у меня есть у родственников. Но не стала говорить. А оказывается, это вы меня, девушка, смотрите. Все ясно с вами. Привет передаете. Ну, поцелуйте его в нос. Да, все понятно. Родственники тоже меня смотрят. Эй, не драться! Хулиганье. Один кот другого. Один рыжий лупасит другого рыжего. Ну, и ты, моя рыжая, тоже, да. Писать хочешь уже, да, вижу. Они собрали 7 евро. А, это Грета, да, вижу, Грета. Ну, подожди. Ну, Варь, не тыкай меня носом. Кира. Мы дистанцию... Ну, Варя, не толкай, я даже не вижу.
Сейчас у меня сейчас будет там Роман уже кричать. Если смотреть телевизор, можно чокнуться. Да, это я уже читала. Так, я не могу понять, куда я попала уже в сообщение. Дальше, больше. Музыку утром фоном на 30 минут. Вечером или днем музыку фоном на 30 минут. И все. И 5 монет в кармане. Даже вот близко не представляю. Фоном, каким фоном? Компьютер надо включить, чтобы было фоном. А я же... Мое утро надо... Это утро сумасшедшего. 9 животных, кланяться всем, кланяться. Тут разлили, там нагадили, тут еще что-то. Тут подрались, тут инсулин закапали, тут описались, тут бежишь быстрее, башмаки одеваешь, в трусах выбегаешь на улицу, там как курица мокрая прилетаешь, потом опять эта вся грязюка, я себя не помню, что происходит. Я как в дурке живу. Тут у меня никакого фона просто нет, я сама как фон. Ну что ты ходишь туда? Что ты ходишь? Одно фото в день разместить на ярусе. Не знаю, везде что-то размещаем, даже не успеваю читать, отвечать. А ведь попробуй не ответить. Обижаетесь, вы же обижаетесь. Экскурсоводом работаете в поездках. С большой радостью вы помогла. К сожалению, тоже некогда сидеть за компом. Понимаю. Вот кто понимает, кто не успевает, тот понимает. Вот. Нет. Мне бы хоть что-то успеть открыть, закрыть. Я даже иногда не понимаю, я даже иногда русские слова забываю. Забываю вообще. Все. Нет. Если на ярусе, друзья, не раз возникает этот вопрос, если на ярусе кто-то желает, чтобы у нас было свою посильную помощь не в виде монетки, а в виде участия на этом ярусе, вы можете предложить, и мы можем обсудить, как это можно сделать, чтобы вы там сидели и, ну, как человек нашей команды, делали там то, что это нужно, то, что требуется. А я в это время колбасой по зигзагам по планете буду бегать. Только давайте все-таки ценить больше действия, да. С ужасом, я думаю, если я пропущу вот с собакой там сеанс этого самого химии, а следующее, ой, надо опять не забыть, машину надо найти, и надо, а следующий раз можно не записаться на ближайшее, наш врач работает там 3 через 3, а через 3 у нее все занято за 10 дней. Мы не можем химию пропустить, если нас там на 20-й день запишут. А я буду в это время на кнопки нажимать и 5 рублей монетки получать. А химию пропустим. А потом еще дороже встанет, если нам продлят не 5 сеансов, а 9 сеансов. Но не могу я это сделать. Я ставлю на кон, что важнее, что нужнее. Я нахожусь там, где нужнее, там, где без меня другой человек не сделает. А вот там, где что-то на кнопку нажать, чтобы 5 копеек кинули, это может любой другой человек. Забронировать на пассажира, например, 4 места. Послушать полчаса музыку, с оператором в виде робота поговорить, потом его послать, потом взбеситься, потом они бросят трубку, потом ты бросишь трубку, опять позвонить. Вот эту дурку, вот она примерно полчаса длится, да, чтобы забронировать 4 места, 3 места или 4 места, смотря какая авиакомпания. Вот это все надо успеть. Ну, мыть переноски я вас не приглашаю, вы находитесь далеко, и все это нереально. Поэтому своими силами как-то ковыряемся, делаем. Кого-то раздражает, что об этом говорю, но без этого нет спасения, потому что это только перелет, ни пароходом, ни железной дорогой перевозить мы животных не можем. Поэтому, Людмила, 10 евро за донат, спасибо большое. Друзья, у нас еще позевает малыш.
У нас намечается все-таки самолет, прям вот буквально со дня на день, чтобы не сглазить. И поэтому нам нужно на перелет. Кто-то уже присылает. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы нам помогаете. Всегда вам благодарна. Всегда иногда прям вот хочется такой, находит такая у меня вселенская любовь к тем добрым людям, которые помогают. Хочется каждого обнять. Хочется поблагодарить и сказать, как здорово, что вы есть. Поэтому не пищи, если пришла сама ко мне. Вот, и поэтому я вам спасибо говорю всегда и мысленно, и иногда забываю, иногда редко говорю. Ну, меня можно понять, я просто всегда на посту. Так, все. Легче так, жить потом стало легче. Этого я уже прочитала. Вас еще и Ларса взяла. Сразу нужно брать питомца. Мы не выдержали. Взяли из приюта 3 маленьких. Ольга, как это вы взяли? А наш котик остался в нашей памяти. Жить потом стало легче. Так я потом у вас еще и Ларса взяла. А у вас разве и вы, Ольга? Да, я, конечно, Ларс. А вы почему нам уже сколько? Вот последний раз вы присылали нам, что в реке плаваете, да? Река, по-моему, или озеро. Ну, что такое? Пришлите нам еще от Ларса что-нибудь, как он себя чувствует. Как он сейчас выглядит. Он, наверное, еще больше возмужал. Еще больше стал таким красавчиком. Все, друзья, спасибо всем большое. Не забывайте подписываться и на наш второй канал, и ролик сегодня посмотрите о пристроенных. Сегодня новый, свежий. Скоро сделаем еще следующее продолжение. И подписывайтесь на наши сайты, пройдитесь по ссылкам, везде зарегистрируйтесь. Пожалуйста, я вас очень прошу. Вы все оставляете на потом, но Ютубу будет скоро конец, понимаете? К сожалению. Я сама не представляю как, потому что ко всем другим приходится привыкать. Даже на Телеграм привыкать приходится. Ну дай лапу, дай. Все, спасибо вам большое. Друзья, спасибо, что были, нашли время. И целых 2 часа мы с вами провели вместе. Не отписывайтесь от нас. Тема у нас тяжелая, но нужная для спасения. Пожалуйста, пожалуйста. Удачи нам всем и вам всем, друзья. Удачи, здоровья, будьте здоровы. Мира в ваших семьях, мира над головой, ну и так далее. Всего доброго. Что ты, моя